Кеш-шарах – это фокус внимания. Начинаем. Да, ну, как вы знаете, главная новость сегодняшнего дня: на китайско-кыргызской границе сегодня утром произошло несколько землетрясений. Согласно информации на сайте китайского сейсмологического центра, самое сильное землетрясение магнитудой 7,1 балла произошло в уезде Аксу Синьцзянь-Уйгурского автономного района. И авторшоки магнитудой в 6 баллов ощутили и алматинцы. Вообще больная проблема, потому что мы все время переживаем, что же случится с Алматы, если тряхнет, крупнейший город страны. И вот сегодня будем обсуждать технические и экономические аспекты того, что происходит. У нас в гостях Алтай Мырзабаев, заместитель начальника департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС Республики Казахстан, Алибек Тажибаев, директор Центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг». И на связи по Зуму, когда подключится, Даулет Сарсембаев, директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК. Пока он не на связи, мы ждем его подключения. Ну, давайте с вас, Алтай, начнем. Что же ночью произошло? 23 января, 00 часов 009 минут, сетью сейсмологических станций Национального центра сейсмологических наблюдений и исследований зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого находился на границе Кыргызстана, 264 километра от города Алматы. Бальность ощущалась по городу Алматы 5 баллов, в городе Шымкент 2 балла. Ага. Давайте сейчас посмотрим у нас вторую инфографику «Сейсмоопасные регионы Казахстана», чтобы мы понимали, каким образом все это может распространяться. Вторая инфографика. Ну, на самом деле, если мы сейчас все это посмотрим, у нас написано область ЖТСУ, но там вторая область тоже, да, второй кусочек Алматинской области. Мы видим, что практически все южные регионы и восток, в общем, все, что рядом с горными массивами, это сейсмоопасная зона, в зоне риска землетрясения в Казахстане. Но на самом деле, уважаемые зрители, нужно сказать, что сегодня некоторые паникеры задавали вопрос, почему в Казахстане то землетрясение, то пожары. Ну, это вот такое следствие огромных необъятных просторов, которые у нас есть. Да? Чем больше страна, тем просто по теории вероятности в ней чаще происходят различные чрезвычайные ситуации природного характера. Но, к сожалению или к счастью. Алибек, что, вот как вы же, так я понимаю, в некотором смысле алматинец, как вы увидели произошедшее? Ну да, я алматинец, и для меня, конечно, было таким достаточно серьезным стрессом, когда ты находишься вдали, когда ты находишься, собственно, когда тебя трясет, ты как-то по-другому реагируешь. Когда вдали твои близкие родственники, то немножко по-другому реагируешь на ситуацию. Вопрос в том, что скорее сразу думал о последствиях. То есть последствия, какие последствия, как экономические, так и там социально-политические могут вести вот этот достаточно серьезный триггер, да, который там, буквально там встряхнул наш крупнейший город, наш основной мегаполис. Поэтому ключевым моментом, наверное, это последствия. Об этом, наверное, имеет смысл сегодня побольше поговорить, потому что большая, наверное, благодарность стоит выразить там Министерству внутренних дел, которое в этой ситуации, когда люди побросали свое жилье, буквально, да, выбегали в ночном белье на улицу, им удалось под контроль взять вот эту систему вызовов, которая была связана там с потенциальным воздействием мародеров и всего остального. Здесь большое значение, большая им благодарность, потому что все-таки в такой ситуации удалось сохранить и спокойствие, и порядок введения, да, и поэтому, конечно, увеличилось количество там ДТП, людям свойственно поддаваться паническим настроениям, да, но, как говорят, настоящий алматинец до 5 баллов даже с дивана не встанет. Ну, давайте, Алтай, рассмотрим по порядку. Уважаемые зрители, сразу ответим, есть две вещи, на которые мы не можем повлиять, может быть, поэтому не нужно о них беспокоиться. Первое, мы не можем предотвратить само землетрясение. Процессы, происходящие глубоко в земной коре, не подвластны пока что нашей продвинутой цивилизации, да, исправлению. И второе, что мы не можем ничего сделать с этим, мы не можем взять город Алматы, поднять его, словно космический корабль, и перенести в более безопасное место. Город существует там столетия, он там продолжит оставаться и, дай бог, успешно развиваться. Поэтому мы должны рассмотреть следующие аспекты по порядку. Предсказание и оповещение.
насколько эффективно она работает. Первое. Второе – это качество построек, учитывая фактор потенциального землетрясения. Третье – реакция жителей на предупреждение о землетрясении и каким образом должна сработать вся эта инфраструктура. Давайте, Алтай, начнем с этого. Насколько, вот еще раз проясните, как работают эти станции предупреждения о сейсмических событиях, от кого мы получаем информацию и насколько заранее можно все это почувствовать? Как вы знаете, даже великая страна Япония, которая подвержена всем видам чрезвычайных ситуаций природного характера, вулканы, цунами, землетрясения, не может предсказать землетрясение, спрогнозировать землетрясение. Нами, то есть Национальным научным центром сейсмологических наблюдений и исследований, проводится прогнозирование. Бывает 3 вида прогнозирования. Краткосрочный – это до месяца, среднесрочный – до года и долгосрочный – от 7 до 10 лет. Долгосрочный прогноз, он у нас уже практикуется с 90-х годов. Среднесрочный прогноз, он формируется в начале года и корректируется по итогам первого полугодия. Краткосрочный прогноз, он формируется комиссией, прогнозной комиссией, заседается еженедельно и выдается заключение на краткий срок землетрясения. Что хотел бы сказать. Это землетрясение было предсказано или нет? Это землетрясение, она в краткосрочном прогнозе, в заключении прогнозной комиссии предсказывал, что землетрясение более 7 баллов не ожидается. То есть у нас вероятность того, что землетрясения не было, до 7 баллов у нас землетрясение не произошло. То есть 5 баллов это город Алмата, Алматинский прогностический полигон, он подвержен землетрясениям. Это ежегодное явление, которое каждый год происходит, данные толчки землетрясения. Давайте спросим у нас по связи по Zoom Даулет Сарсипаев, директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧСРК. Даулет, здравствуйте. Мы вот сегодня смотрели, сегодня вы были одним из хедлайнеров, Даулет. Ну, коротко, вы можете нам, как людям, не посвященным в сейсмологию, тем не менее объяснить. Мы знаем, в последние 2 десятилетия крупные землетрясения произошли вот на Ближнем Востоке, а до этого в Японии, а до этого в Юго-Восточной Азии, да, когда, кажется, в 2004 году там... Цунами в Таиланде. Да. Цунами, да, там затопило, убило много людей. Чем отличаются те землетрясения по природе от тех, что происходит у нас, и насколько интенсивнее могут у нас происходить, насколько страшные землетрясения могут быть в нашем регионе? Добрый вечер. Следует отметить то, что более 40% территории нашей республики подвержены землетрясениям природного характера. Очень хороший вопрос вы задали по поводу разности землетрясений, по поводу в чем отличие. Естественно, в каждом регионе, в каждой стране своя специфика землетрясения. Начиная от на какой плите расположено то либо иное государство и заканчивая грунтовыми условиями. Это, почему я акцентирую внимание отдельно на грунтовые условия, это в течение какого времени пройдет сейсмоволна за определенное количество расстояния, допустим, за 1 секунду. Это тоже большое значение имеет. И как у нас мягкое, хорошо проходят волны и вот этой тряски, или все же медленно в сравнении с другими регионами? Ну вот смотрите, все в сравнении, но нужно понимать, что город Алматы располагается в самой сейсмичной зоне, это 9-10 баллов на Евразийском континенте. И есть определенные участки, где сейсмоволна может проходить за 1 секунду до 6-7 километров. Да. Ну, то есть я для зрителей, те, кто не посвящен, я условно говорю, да, обрисовываю, вот там стоит плита на плите, она соскользнула, и из-за этого идет тряска земли, да, и дальше земля вот так волной идет, и чем тверже, наверное, да, чем тверже грунт, тем медленнее идет, а скорость распространения влияет на то, что точки слежения есть по пути, и если, допустим, волна будет идти, к примеру, 2 часа, всех успеют спасти, а если 1 секунду, ну тогда уж извините. Я правильно понимаю, Даулет?
Да, все верно. Да. Ну, то есть, Даулет, и как вообще, насколько совершенны сейчас у нас технологии по предсказанию? Мы знаем, что вообще и наша предыдущая страна, и вот в советское время мы знаем, что на Кавказе были землетрясения, и в Алматы в вернинские времена были землетрясения, там в Узбекистане. В сравнении с теми периодами сейчас насколько более совершенны, или все-таки все осталось на прежнем уровне? Ну, смотрите, мне изначально, давайте не будем употреблять слово... Меня слышно? Да-да-да. Ага. А касательно прогноза землетрясений. Говорите, говорите. Я вас Нигде слушаю. в мире не решена проблема точного прогноза. То есть где, когда, в какой местности, в какое время, с какой силой произойдет то или иное сейсмическое событие. Но благодаря тому, что уже порядка более чем 50 лет наш Национальный научный центр занимается в целом, это Институт сейсмологии в прошлом, сейсмологическая опытно-методическая экспедиция, занимается вопросом сейсмической безопасности, снижения сейсмического риска. У нас накопился колоссальный золотой фонд. Огромное количество методик, огромное количество научных трудов, которые сегодняшним днем у нас используются. Как вот мой коллега Алтай высказался по поводу работы прогнозной комиссии, это оценка сейсмической ситуации. Она у нас работает, и для того, чтобы выдать прогноз, который является консультативным, с вероятностью 70% изучается более 200 параметров, и более 170 методик. Как известно, наука и технологии не стоят на месте. Естественно, то, что вот было землетрясение 10 лет назад, 20-30 лет назад, технологии меняются, оборудование меняется, появляются новые современные средства мониторинга, средства обработки информации, и мы пытаемся идти в ногу со временем. Нет, на самом деле я ни в коем случае, Даулет, я понимаю, главное, чтобы все зрители понимали следующее, что все, что происходит в толще Земли, происходит, это невозможно зафиксировать, это очень сложные процессы, и предсказать уж точно невозможно на 100%, но из того, что можно сделать, большую часть делают, во-первых, проверенные международные технологии, а во-вторых, современная компьютерная автоматика. Тут человеческий фактор сведен до минимума, и если что-то и происходит, то это далеко не всегда вина людей, тут нельзя возлагать, там, вы плохо предсказали. Но тут же ведь следующее, Алибек, я хотел бы спросить у вас. Хорошо, ладно, мы перед лицом слепой стихии, но ведь много претензий касательно того, какой высоты дома строятся в Алматы, и насколько это все опасно. Как вы это прокомментируете? Хотелось бы это прокомментировать, в первую очередь, какими-то ключевыми экономическими законами, да, когда большое количество населения, да, и здесь нужно отдать должное тем строительным технологиям, которые идут в ногу со временем, и в отличие, конечно, от тех обстоятельств непреодолимой силы, которые там с подземными какими-то действиями связаны, то строительные технологии, они на достаточно высоком уровне, и большинство строительных компаний, которые строят в Алмате, они заявляют свою очень высокую сейсмоустойчивость. Вопрос в другом. Заявляют, то есть... Они заявляют, слава богу, что мы это никак не проверяем, однако есть целая научная база, которая это все выстраивает. Я знаю, что там и всякие там вибраторы устанавливают на зданиях, которые там проверяют его устойчивость там, до 9, даже до 10 баллов, и это разгоняют. И в Алмате я даже видел один раз, как это все происходит, такие так называемые полигоны. Вопрос в другом. Ключевой вопрос — это в информированности, в культуре реагирования на эти вызовы населения. Да? То есть если мы, будучи алматинскими школьниками, периодически, с высокой периодичностью, чуть ли не каждые несколько недель, мы реально проходили учения по технике безопасности. Да? То есть у нас уже все на подкорке это было. Сейчас этому, безусловно, уделяется большое внимание, то есть проводятся эти часы. Но вопрос в том, как на это реагируют, то есть как они подаются. Соответственно, каждый человек, который находится в зоне сейсмической опасности, он должен понимать, какой определенный алгоритм действий он должен предпринимать, и ни в коем случае не бежать на лестницу. Но это просто прописная истина. Да? Я когда вижу видео, где с многоэтажки человек гуськом они вот так вот спускаются, но это реальное нарушение элементарных норм безопасности. То есть нужно закрыться на своем 12 этаже и ждать, придавит или нет? Нужно элементарно встать в несущий каркас здания, понимать, как у тебя квартира выстроена, где несущие конструкции, и они должны устоять. Уж
коли ты позволил себе купить квартиру на 12 этаже здания, то оно и сам там же ОСИ, да, те же самые, это к ним большой вопрос, то что нужно проводить какие-то там учения, нужно проводить какие-то памятки давать, для того, чтобы люди не бежали, потому что лестница схлопнется, а если он устоит у себя в этом каркасе, то он основной удар перенесет стихии, а потом уже начнет искать способы спускаться. Не, Алибек, я понимаю, просто в экстренной ситуации человеческий мозг быстро сравнивает вероятности, у него, и он ставит, и его мозг делает ставку на то, чтобы повысить вероятность на 30 секунд, а потом обнулить ее, нежели чем стоять и ждать своей судьбы где-нибудь на 10-м этаже, да? Так этому же и нужно обучать, то есть это все должно быть на подкорках. И люди, которые растут в этом сейсмоопасном регионе, наш уважаемый эксперт отметил о том, что это 9,9-10 баллов, да? Соответственно, вот таким образом должно все выстраиваться. Система просвещения, предотвращения элементарной техники безопасности. Ну что уж тут говорить, да, когда на самом высоком уровне у нас, к сожалению, происходят огромные трагедии, в том числе из-за несоблюдения техники безопасности на производстве. Да, Даулет, как вы это прокомментируете? Там Алтай, проводится ли у нас вот это вот мониторинг? Как оцените сейсмоустойчивость зданий в Алматы? Я вот поддерживаю Алибека. Вопрос это в первую очередь культура безопасности, повышение культуры безопасности населения. Культура безопасности населения должна строиться уже с детского сада. В этих целях с нашими сотрудниками подразделения органов гражданской защиты на ежеквартальной основе проводятся сейсмотренировки на объектах дошкольного образования, среднего образования, в вузах, где обучаются мерам техники безопасности при эвакуации, в случае землетрясения, какие меры принимать, куда прятаться в целях защиты своего здоровья. Это только Алматы или везде? По всей республике у нас проводится. В прошлом году... Там, условно говоря, в Петропавловске, может быть, и не надо, да? Нет, я с вами не соглашусь. В Петропавловске во всех регионах у нас проводятся сейсмотренировки, потому что, к примеру, вот Алибек жил в Алмате, он проходил обучение, сейчас живет в Астане. Также человек живет в Петропавловске, где нет землетрясения, вырастет и переедет в город Алматы, да. где регион сейсмоопасный. Ну да, это конечно, да, это безусловно, тут акцентуации есть у всех, то есть я имею в виду, всегда кажется тут, я просто не думаю, что настолько, да, это критично, но на самом деле, давайте тогда спросим у Даулета. Даулет, насколько, как вообще это все эффективно проверяется? Потому что в крупных городах у нас, и в частности в Алматы, есть же большая проблема точной застройки. Очень много зданий высотных построено. И кто будет нести ответственность в случае что с домами? Строители или все-таки те, кто выдает им разрешение на строительство? Или кто? Очень актуальный вопрос. Затронули. Спасибо за вопрос данный. Здесь необходимо понимать то, что нам необходим комплексный подход в целом. Я сейчас объясню. Институтом сейсмологии были разработаны карты сейсмического микрозонирования территории города Алматы. На основе наших карт были разработаны и утверждены строительные правила застройки и строительства для города Алматы непосредственно. При проектировании, при согласовании, при строительстве объектов гражданского жилья, объектов повышенной опасности учитываются уже стандарты, которые рассчитаны на 9-10 баллов. Согласование идет через органы местного исполнительного органа, а контроль осуществляется техническим и авторским надзором. Нет, я просто, это же простой вопрос, Алтай. Если что-то случилось с многоэтажкой, которой выписали сертификат, кто-то построил, кто-то допустил, несут это коллективная ответственность или кто-то больше виноват и кто-то меньше? Соответственно, да, это коллективная технического надзора, авторского надзора самого подрядчика, который строил объект. Понятно. Может, в ходе строительства, может, он нарушил какие-то требования и сэкономил
на строительном Ну, материале. понятно. То есть вы имеете в виду, будет техническое расследование там, да? Ну, я просто хочу сказать, что не дай бог, но если вдруг такое случится, тут уже, конечно, показывать пальцем друг на друга не получится. В оборот возьмут всех, перемолят всех. Это 100%. И тут каждое звено в этой цепочке обязано вести себя принципиально, потому что, ну... Чтобы этого избежать, что нужно делать? Об этом не раз говорил глава государства, о том, что нужно формировать культуру общей ответственности, да, то есть от культуры собственного внутреннего локус-контроля, когда мы со школьной скамьи будем себе вырабатывать культуру ответственности за последующие, за свои поступки и за результаты их, то это, конечно, должно привести к тому, что не какой-то там чиновник или же не какой-то там строитель или производитель стройматериалов, да никогда не допустит, чтобы в целях увеличения собственной прибыли, да, там, уменьшать там, состав стали или там, я не знаю, подписывать какие-то документы, все в этом духе. Это формирование культуры, и над этим нам предстоит очень много работать. Нет, ну, видите, в рядах ответственных сотрудников, которые полностью прониклись произнесенными вами сейчас словами, всегда найдется паршивая овца, как и среди строителей, так и среди там людей на местах, которые сделают так, как, ну, в смысле, спустя рукава. И здесь мы должны четко, поэтому я и четко проговариваю, что если что-то такое случится в этой цепочке, отвечать будут абсолютно все. Это правильно, да? Да. Поэтому тут от ответственности, ну, посмотрите в Турции, что там сделали с застройщиками. Сейчас их там, ну, прям разборка ведет лютая. Если перефразировать, одну секунду, да, перефразировать, не просто отвечать будут все, а кто ощутит на себе эти последствия. То есть отвечать по суду, по закону это одно, а ощутить на себе последствия, посмотрите на Турцию, да, огромное количество семей потеряли своих не меньше в Сирии. Семьи. Да, не меньше в Сирии, да, безусловно. Давайте посмотрим третью инфографику, что должно быть в тревожном рюкзаке при землетрясении. Это саперная лопатка, веревка, котелок для приготовления еды, бумага, теплая одежда, радиоприемник, спички, лекарства, документы. Это то, что, наверное, специалистами разработано. Ну, мы все видели кадры сегодня, как, ну, буквально обнаженные люди выскакивали чуть ли не в трусах на улицу, да, на снег. Потому что, опять же, Алибек, я сразу говорю, что когда такое происходит, люди не думают, они действуют, у них отключается вот этот вот кортекс, и они действуют только животным инстинктом. И я не думаю, мне, честно говоря, тяжело себе представить, что можно какими-то тренировками продавить инстинкты. Да? Люди все равно будут рваться наружу. Ну, это спорный вопрос, позволю себе отметить. Я не раз оказывался в ситуациях землетрясения, ну, когда рос там в Алмате, да, и в критических каких-то ситуациях мы реально понимали, как надо действовать. Посмотрите на японский пример, да, когда вдруг что происходит, детишки под парту в школе запрыгивают, да, это у них на подсознательном уровне. Какова частота землетрясений в Японии и в Алматы? К счастью, в Алмате существенно, больше, да, существенно ниже частота, и поэтому это не отменяет той ответственности, которая возлагается на преподавателей школ, да, на представителей Министерства по чрезвычайным ситуациям, да, чтобы увеличивать. И главное, методология есть. Обучение, как уважаемый Абай говорит, все проходит, но ключевая эта задача в том, что нужно еще и педагогов и преподавательский состав убедить в важности этих занятий, чтобы они там силком заставляли этих детей, чтобы они с них спрашивали за то, как они освоили эту информацию. И когда, как у боксера, да, когда здоровый человек, он просто от удара будет уворачиваться, боксеры же они идут на удар для того, чтобы как-то там с ним взаимодействовать. И это все можно воспитать в человеке, мне так кажется, я убежден в этом. Разрешите дополнить, да? Да. Вот культура безопасности, как раз про это хотел продолжить. Сегодня ночью произошло землетрясение. Хотел бы отметить, что в городе Алматы в более 10 тысяч домах на подъездах установлены таблички с QR-кодом. Телефон преподносишь и узнаешь свое ближайшее пункт эвакуации населения. Пункт эвакуации населения у нас в основном расположен на объектах. В объектах образования, школах, да, спорткомплексах. Элементарно люди вот этого даже не знают. Под носом у них стоит. Ну, вот. потому что школы, больницы, они невысокие и специально построены так, что они не разрушатся, да, там будет тепло. И... Хотелось бы, вот, чтобы, пользуясь случаем, чтобы население уже сейчас, используя этот QR-код, узнало самый ближайший эвакуационный пункт в случае, не дай бог, землетрясения,
куда Ну, эвакуироваться. это, честно говоря, хвостик решения проблемы, потому что на самом деле то, о чем говорит Алибек, если что-то прям такое катастрофическое началось, если люди живые и здоровые выбрались из своих домов на улицу, то это уже 90% решения проблемы, правильно? Уже куда прийти там спастись, это уже вторично на самом деле. Да? Ну, позволю себе тоже с этим не согласиться. Турецкие примеры, посмотрите, Алтай правильно отмечает, да, то, что если он побежит вовнутрь двора, там это все, не дай бог, и все, и это еще сложнее Нет, будет это я найти. понял. Я имел в виду, что точка, где нужно пережидать. А если они, главное, вырвались вот из этой зоны, чтобы их не завалило, это же самое главное, да, из зоны опасности. Из зоны опасности сегодня вот ночью люди вышли из зоны опасности с жилого дома, но все равно находились возле стен жилого Да, дома. тусовались там, Ну видео да, снимали. если оно обрушится, то оно завалит, да, то Да. есть это как бы парадокс выжившего. А вообще, как думаете, сами вот люди, как вот это вот, объясните мне вот эту систему, что кто-то говорил, что на андроидах оповещение пришло, а на iOS нет. Я не сомневаюсь, что Android более эффективен, но тем не менее. Это искусственный интеллект, то есть в Android-системе он привязан к Gmail почте Google Android. То есть данная система только установлена на платформе Android, в iOS он нету. И он в считанные секунды оповестил население о приближающем землетрясении. Это получается, он по вот этим телекоммуникационным сетям засек его там, и скорость света была быстрее скорости волны, и он людей предупредил. За сколько? Что говорят? За 2 сколько? минуты говорят. За 2 Нет, минуты. кто-то говорит 7, кто-то говорит 30 секунд. Нет, за 2 минуты. Понятно. Ну, вот, Алтай, ну, давайте, вот у нас время подходит к концу. Что скажете в завершении, какие уроки мы извлекли из того, что случилось? В первую очередь попросил бы жителей сейсмоопасных регионов в случае толчков не паниковать, подготовить свои тревожные чемоданчики, детей обучить с дома, как проводить эвакуацию, то есть не пользоваться лифтами, при толчках оставаться дома, под столом, либо в ванную зайти. Не покупать квартиры на высоких этажах. Нет такой рекомендации? Нет такой рекомендации, нет. Сам человек каждый... Ну, все, думаю, сообразили. Да. Алибек. Ну, что я хочу сказать, здесь важно тренировка, еще раз тренировка, повторение мать учения. Здесь поэтому мы, как в первую очередь общественник, да, и мне бы хотелось поддержать, что мы, как гражданские активисты, готовы поддержать инициативу и МЧС, и МВД о том, как это все должно быть реализовано. То есть это надо, это и огромное количество волонтеров соберется, которые будут ходить по школам и проводить эти тренировки. В общем, сейчас импульс отъезда из Алматы с ростом цен на жилье в Астане будет или нет? Да не, мне кажется, просто в моей родной Каменке недвижка подорожает, потому что это частный сектор такой весь хороший. Поэтому... А что, частный сектор больше безопасности, чем, Конечно. чем выше, Да, частный сектор больше безопасности, потому что там люди сами принимают решения относительно тех, вот у меня многие знакомые, там несколько сейсмопоясов заливают, чтобы это все устоялось. Ну хорошо, уважаемые зрители, как мы сейчас получили такую бета-версию, бесплатный урок реагирования на землетрясение. Хорошо, что все обошлось, но, безусловно, нужно совершенствовать механизмы реакции на все это, чтобы в случае чего в час X мы сохранили как можно больше жизни. Это самое главное. Мы будем держать эту тему в фокусе внимания. Всего вам доброго.